18 ноября в Москве состоялось первое заседание Московского Кавказского клуба, общественно-консультативной площадки, позволяющей координировать деятельность постоянных представительств субъектов Северо-Кавказского федерального округа в столице России и органов внутренних дел для борьбы с политизацией возникающих конфликтов и приданием им неправомерной национальной или религиозной окраски, а также оперативного и качественного информирования СМИ о происходящих в регионе событиях. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов рассказал о ключевой цели проекта. По сути дела, его основной задачей является сглаживание противоречий между людьми различных культур и традиций, тех самых противоречий, которые, к сожалению, иногда становятся питательной почвой для взращивания радикализма, а равно и такой поддержкой действиям деструктивных сил не только на территории нашей страны, но и во всем мире. Международная обстановка и внешние угрозы, фактическое положение дел внутри страны обязывают нас действовать оперативно. К сожалению, в силу распространенных стереотипов и однобокости подачи информации для многих жителей нашей страны этот регион до сих пор остается терра инкогнито. И даже не самый плохой, даже это не самое плохое восприятие нашего Кавказа. К сожалению, есть в стране и те, кто уверен, что субъекты СКФО сегодня представляют собой нечто вроде американского Дикого Запада. Территория, где царит беззаконие, право сильного. Разумеется, это не так. Мы с вами понимаем, что такие клише, как, например, Россия борется с исламом, ключевое слово ислам, и хватит кормить Кавказ, безусловно, вышли из-под пера одного автора. И преследует одну цель – вбить клин между Россией и Северным Кавказом. И это тоже неправильный контекст, потому что Россия и Северный Кавказ – это не разные понятия, не разные территории, не разные субъекты, это одно единое целое. Заместитель полпреда Михаил Ведерников в свою очередь указал, что работа Московского Кавказского клуба позволит придать культурной интеграции приезжающих в столицу из регионов Северного Кавказа системный характер. Проводя отдельные мероприятия для уроженцев каждого конкретного региона или представителей одной национальности, мы далеко не всегда содействуем их социализации и культурной адаптации на новом месте жительства. Мы продолжаем их запирать в так называемые национальные квартиры. Понятно, что такие мероприятия нужны, а для определенных целей они просто необходимы, однако представляется целесообразным уделять отдельное внимание и межнациональным поликультурным форматам, которые позволяют представителям различных этносов комфортно интегрироваться в общероссийское пространство. И последнее. Сообща мы можем существенно расширить профилактическую составляющую нашей совместной работы. К сожалению, иногда неформальные этнические общности выступают единым фронтом, в том числе в информационном поле, в защиту своих представителей, нарушивших закон, что, безусловно, влечет за собой соответствующую реакцию и целый комплекс негативных последствий. В правовом государстве верховенство закона имеет первостепенное значение. Руководитель исследовательских программ ЦСКП «Кавказ» Владислав Никонов заявил, что основа работы клуба существует уже давно. Сложнейшие исторические, национально-религиозные, традиционные отношения на Северном Кавказе, глубокие корни народной дипломатии позволяют нам и здесь не изобретать велосипеда. Если мы хотим понимать ситуацию, находить действительно работающее решение, необходимо внедрять практики контактных, дискуссионных и диалоговых площадок, как на территории Республик Северного Кавказа, так и здесь, в Москве. Только закалившись в глубоком и всестороннем обсуждении, отточившись в реальной конкурентной дискуссии, решение действительно будет работать на практике и в жизни. В рамках заседания прозвучали выступления заместителя председателя Совета Федерации Ильяса Умаханова, депутата Государственной Думы Гаджимета Сафаралиева, заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе бывшего главы Республики Ингушетия Мурада Зязикова, представителей правоохранительных структур. Это прежде всего направлено на консолидацию общества, нашего общества, и воспитывать у молодежи чувство общенациональной гордости, которое шире и глубже естественных чувств, чем на какой-то одной национальности. То есть мы, по большому счету, дети одной страны. И это очень актуально вот в условиях того, что происходит в мире, в условиях той глобализации происходящей, в условиях того, что когда идет переоценка ценностей, когда идет смена молодежных поколений, религиозных поколений, это очень знаковое и очень нужное событие. Участники заседания сошлись во мнении о необходимости выхода создаваемого клуба на системный уровень работы, включая проведение регулярных заседаний.
Был принят за основу план действий на будущий год, включающий в себя серию мероприятий с участием молодежи, культурные акции, инициативы социального характера. Заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимир Зорин убежден, что работа клуба станет важным звеном в нормализации межэтнической обстановки не только в Москве, но и в России в целом. Люди, которые приезжают к нам в столицу, они потом уедут с ощущением этого климата. И если он позитивный, располагает к сотрудничеству, к диалогу, к совместным действиям, то это автоматически будет распространяться и на всю нашу страну. И в этом отношении очень важно все то, что происходит в городе Москве. Сейчас все замеры состояние межнациональных отношений говорят о том, что идет значительное улучшение. Важно закрепить этот тренд, и важно, чтобы факты бытового национализма, ксенофобии, недопонимания, чисто бескультурия в отношении различных культур и различных народов, чтобы они у нас тоже микшировались и сходили на нет. И в этом отношении я думаю, что центру московскому, кавказской политике предстоит большая и интересная работа.